Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня министр обороны Мираб Кешмария представил президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба кандидатуру начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия генерал-майора Василия Лунева. Президент отметил, что работа по укреплению обороноспособности страны получит продолжение. Мы продолжим те работы, которые были в предыдущие годы с руководством Министерства обороны, с Генеральным штабом. Надеюсь на то, что вы очень быстро вольетесь в коллектив и работы, которые проводятся Министерством обороны в части обеспечения безопасности и по взаимодействию с представителями российской военной структуры, которая находится здесь. И непосредственно ваши задачи будут соприкасаться с решением всех тех вопросов, которые стоят по теме усиления этого взаимодействия. Будем развивать дальше наше стратегическое оборонное сотрудничество. Непростое время нам приходится работать, но мне кажется, что самая главная задача любого министерства обороны – это обеспечение мира. Поэтому вижу в этом главную свою задачу. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял жителя села Ачандара Рустама Чхибелия, который нашел и передал государству найденные на своем участке ценные артефакты. Во встрече приняли участие заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Батал Кубахия, советник президента Владимир Зантария, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа. Сегодня же между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Рустамом Чхибелия было подписано охранное обязательство. Репортаж Ирины Аршба. 31 января в селе Ачандара Гудаутского района житель Рустам Чхибелия, вскапывая землю на своем приусадебном участке, наткнулся на древнее захоронение. В могильнике лежали останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и другие украшения. Как предполагают ученые, находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью. Место, где было найдено захоронение, оказалось известным могильником, на котором ранее велись раскопки археологами Михаилом Гумба, Аликом Габели, Александром Скаковым и Аркадием Джопуа. Охранные обязательства, подписанные между Министерством культуры и охраной историко-культурного наследия и землепользователем Рустамом Чхибелия, направлены на сохранение данной территории. Согласно документу, арендатор должен соблюдать некоторые правила. В соответствии с законом об историко-культурном наследии существует процедура, обязательная процедура подписания охранных обязательств между госорганом, арендатором, собственником, пользователем. К сожалению, могу констатировать, не очень охотно люди, имеющие отношения с своим, где они живут, где они работают, не очень охотно хотят подписывать. Я очень рад, что мы сегодня подписали. Это стандартный набор, который уведомляет, что это объект культурного наследия, что его номер такой, типологически это археологический объект, сакральный объект, и что надо бережно относиться, что все земляные или иные работы, когда это связано с археологическим объектом, предупреждаются госорганы по охране. Затем Рустама Чхибелия принял президент Рауль Хаджимба. Глава государства поблагодарил жителя села Ачандара за бережное отношение к найденным артефактам. Данная находка бесценна для Абхазии, подчеркнул президент. Находка – это бесценно для Абхазии. Это то, что составляет наше историческое прошлое, что можно получить больше знаний о самой Абхазии, о ее истории. Как отмечалось на встрече, обнаружить такие исторически ценные находки даже археологам не так просто. Иногда на это уходят десятилетия. Присутствовавший на встрече заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кубахия отметил, что могильник, о котором идет речь, хранит в себе еще немало ценных артефактов. Батал Кубахия выразил надежду, что при поддержке руководства страны здесь будут продолжены археологические раскопки. По окончанию встречи президент вручил Рустаму Чхибелия денежное вознаграждение и памятный подарок. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с представителями творческой интеллигенции Абхазии. Глава государства обсудил с писателями широкий круг вопросов, которые волнуют общество. Одной из основных тем разговора стал вопрос сохранения и развития абхазского языка, распространения периодической литературы на государственном языке, составления и издания единого орфографического словаря, роль интеллигенции в строительстве государства в целом. Представители интеллигенции всегда стояли у истоков национально-освободительного движения абхазского народа. Их голос звучал громко, к их мнению прислушивались. И сегодня, когда перед Абхазией стоят непростые задачи по строительству независимого, процветающего государства, представители творческой интеллигенции должны принимать в этом процессе более активное участие, подчеркивалось на встрече. Слово писателя много значило и всегда, и в советское время, и сейчас. Почему мы молчим? Почему сегодня говорим только лишь о своих произведениях, а не то, что там происходит в целом в нашей стране? Хотелось бы, есть ли мнение, говорите о минусах нашей работы тоже. Мы не должны молчать, мы должны говорить то, что происходит в обществе. По подозрению в совершении разбойного нападения на магазин «Через» объявлены в розыск 3 граждан республики, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 8 июля группа лиц с целью хищения чужого имущества, действуя по предварительному сговору между собой, совершили нападение на магазин розничной торговли «Через» на набережной Махаджиров. Под угрозой применения насилия в отношении продавцов преступники стали требовать выдачи денежных средств. Один из злоумышленников самостоятельно завладел из кассы денежными средствами в размере 2000 рублей. Однако, не оправдав намерение завладения более крупной суммой, преступники с применением огнестрельного и холодного оружия продолжили свои преступные действия, в ходе которых нанесли множественные телесные повреждения хозяевам торговой точки, оказавшим попытку сопротивления, после чего с места преступления скрылись. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками внутренних дел 10 июля в Сухуми задержан Джения Дмитрий Леонидович, 1982 года рождения. Днем ранее был задержан житель Сухума Лагвилава Александр Викторович, 1983 года рождения. Также установлены еще 3 подозреваемых в совершении данного преступления. Пиля Очана Владимирович, Зантария Ясу Игоревич и Кецбов Вадим Юрьевич объявлены в розыск. Судом города Сухум в отношении ранее задержанных граждан Лагвилава и Джения вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 17 июля им предъявлено обвинение. В отношении граждан Пилия, Зантария, Кецба проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Расследование проводит Следственный отдел УВД по городу Сухум. Внимание, розыск! Как сообщает МВД Абхазии, разыскивается Сергей Геофеня Нюра Виссарионовна, 1930 года рождения, которая 31 июля в 19 часов вышла из дома в селе Звандрипш Гудаутского района и по настоящее время не вернулась. Пожилая женщина страдает склерозом. Особые приметы. Одета в домашний халат коричневого цвета и синие тапочки. Просьба ко всем, кто видел или знает о месте нахождения пожилой женщины, сообщить по телефонам 925 85 89 936 32 57 995 22 19. Представители Госинвестагентства Министерства экономики продолжают собирать информацию об инвестиционном потенциале районов Абхазии. Уже состоялись поездки в Галский, Ткварчалский и Ачамчирский районы. Сегодня представители инвестагентства побывали в Гулрипском районе. Вместе с ними выехала и наша съемочная группа. Репортаж Сарисмер. Директор Госинвестагентства Инар Гицбай, представители отдела развития предпринимательства Министерства экономики обсудили с главой Гулрипского района вопросы развития бизнеса в районе. Было отмечено, что в Гулрипском районе множество объектов, требующих финансового вложения и которые в будущем могут стать бюджетообразующими. Глава района Аслан Баратели отметил, что бизнес-проекты нескольких объектов уже готовы и ждут финансирования. Также в районе немало пустующих территорий, которые можно освоить с привлечением иностранного инвесткапитала. В свою очередь, представители инвестагентства предоставили главе района список объектов для их последующего инвестирования. Для нас главное это выявить тот потенциал, который есть
в каждом районе и создать, грубо говоря, что-то наподобие паспорта района, инвестиционного паспорта. Составление потом в будущем общие характеристики всех районов, да, и с возможностью после изучения ситуации на местах выходить на Министерство экономики с предложением по оптимизации каких-то моментов. Далее, в рамках поездки представители Госинвестагентства совместно с отделом развития предпринимательства Министерства экономики посетили несколько предприятий в Гулрыбском районе, пообщались с их руководителями. Завод по производству дранского хлеба считается одним из крупнейших предприятий в районе. В среднем здесь в день реализуется около 2 тонн хлебобулочных изделий. Здесь работают 40 сотрудников посменно. На сегодняшний день самая большая проблема, которую испытывает предприятие – отсутствие капитального ремонта внутри здания и необходимого оборудования, в частности станка для нарезки и расфасовки хлеба. Мы бы хотели расширить производство наше, но не хватает, к сожалению, тех средств, о которых мы раньше оговаривали. Мы бы хотели расширить и линейку производимой продукции. Спрос у населения есть, идет огромный ввоз данной продукции из-за границы. Это все происходит сегодня у нас на глазах. И нам бы хотелось проводить такую, здоровую, живую конкуренцию, чтобы мы смогли тоже конкурировать с теми производителями, которые сюда ввозят эту продукцию. Мы готовы это сделать. У нас площадка есть, не хватает именно того технического оборудования, которое стоит, немалых денег, но и тем не менее это все окупаемо. Все эти проблемы не дают возможности предпринимателям расширить производство, а для закупки необходимого оборудования нужна большая сумма. Директор Госинвестагентства пообещал предпринимателю в дальнейшем рассмотреть возможности оказания содействия развитию производства. Но это основные предприятия, которые в том числе являются и бюджетообразующими, и такими могут быть показательными драйверами для других. У нас была встреча с руководством. Мы согласовали перечень предприятий, где, на наш взгляд и по рекомендации администрации Гулрыбского района, главы администрации, есть смысл провести такой некий, не то чтобы мониторинг, а ознакомительный визит. Считаем, что подобное общение крайне полезно, потому что мы напрямую общаемся с предпринимателями и стараемся понять условия их деятельности. Следующий объект, который посетили представители инвестагентства, находился в районе села Бабушара. Российские торговые представители показали объект, реализуемый под пекарню и кафе. Небольшое здание представляет собой сборно-разборную конструкцию и является своего рода шоурумом. Российские инвесторы готовы предложить данную продукцию абхазским бизнесменам и предоставить кредиты. Данный объект реализуется российской компанией Кейдос. Мы посмотрели на рынок Абхазии и видим, что в Абхазии есть интерес развивать бизнес, но есть большая потребность в финансовых ресурсах. Этот проект – это такой пилотный проект, который мы хотим реализовать совместно с группой РЭЦ. РЭЦ – это российский экспортный центр, который включает в себя страховое агентство и инвестиционный банк, которые готовы сегодня предоставлять кредиты по сниженной ставке, это от 6% годовых в рублях. Проект предусматривает 2 этапа. Первый этап – это создание инфраструктуры для будущего культурно-делового и развлекательного комплекса, который предполагается строить на другой площадке. То, что сегодня построено, это зона кафе, это мини-пекарня. Представители Госинвестагентства и отдела развития предпринимательства Минэкономики продолжат сбор информации об инвестиционном потенциале и в других районах республики. Зария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Кабинете министров под председательством вице-премьера Астамура Кецба состоялось заседание рабочей группы по обсуждению проекта планируемой государственной целевой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Разработчики программы обсудили обновленный проект документа, концепция которого предусматривает планомерное достижение необходимого уровня обеспеченности жильем социально незащищенных групп населения. Согласно новой редакции документа,
момента в государственном бюджете республики предусмотрят средства, которые будут направлены на предоставление государственной помощи определенным категориям граждан с целью приобретения жилья. Реализация программы рассчитана на 3 года. Однако вице-премьер Астамур Кесба предложил в исключительном порядке, не меняя проект программы, оказать помощь семьям из нуждающейся категории уже в этом году. Завершенный проект программы будет представлен на рассмотрение президенту Республики Абхазия. Теме строительства православного храма в честь святого великомученика Евстафия Псильского «Марщан» в Ткварчале была посвящена пресс-конференция, прошедшая сегодня в Сухуме с участием всех членов инициативной группы по организации благотворительного марафона, представителей духовенства нашей страны и культурно-благотворительного фонда «Ашана». Благотворительный марафон пройдет в субботу, 4 августа, в городе-герое Ткварчале. Он и даст старт сбору средств на строительство православного храма, который будет воздвигнут в память о воинах-защитниках города. В ходе благотворительного марафона состоятся прямые телемосты с нашими соотечественниками в России, Германии и Сингапуре. Все они поддерживают идею строительства храма в Ткварчале. В мероприятии примет участие президент Рауль Хаджимба. В день марафона также состоится концерт с участием известных музыкантов и танцевальных коллективов Абхазии и России. Более того, в поддержку благотворительного марафона спортивные мероприятия проведут члены движения «Спорт Апсна» и мотоциклисты из Ассоциации мотоспорта Абхазии. Для самых маленьких откроется детская площадка с интересной анимационной программы. Будет организован также павильон с продажей эксклюзивной православной продукции. В этот день для посещения мероприятия жителям других районов будут предоставлены бесплатные автобусы. Это будет огромный, можно сказать, по сегодняшним масштабам, несколькочасовой концерт, марафон по сбору средств. Республиканский характер мы постарались, по крайней мере, с Божьей помощью придать, чтобы это был такой некий общеобъединяющий фактор, хоть пускай и на один день. Хотелось бы, чтобы вся страна, несмотря на нашу экзотическую жару, съехалась, все увиделись. Это был бы праздник, который мы запомнили бы надолго и надолго, так как это праздник, в принципе, несет под собой очень такую теплую, очень позитивную тему. Храму быть. Такая мысль прозвучала 5 лет назад в день 20-летия победы народа Абхазии в Отечественной войне. В 2013 году был заложен первый камень в фундамент храма святого великомученика Евстафия Псильского, великого христианского воина. В том же году начались предварительные работы, геологические изыскания, выбор и создание эскиза храма, соответствующий традиционному абхазскому храмовому строительству и расчет стоимости. Началось все, конечно, с благословения отца Виссариона. И он дал, как говорится, лейтмотив будущему проекту. Он должен был основываться на действительно исконно абхазской архитектуре. И изначальный основополагающий лейтмотив архитектурного фабулы, так называемый архитектурный фабул, должен был исходить из храма Лыхнского. Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас запускается сбор средств на первый этап строительства, стоимость которого составляет 50 миллионов рублей. Если каждый православный, кому дорога память о погибших в Отечественной войне за свободу Абхазии, кто любит Абхазию и желает внести свою лепту в развитие страны и нашей культуры, сделает посильный взнос, мы вместе сможем начать строительство храма уже в сентябре. Долгие годы жители Ткварчала мечтали о православном храме в своем городе. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» совместно с духовенством Абхазии и администрацией Ткварчальского района начали продвигать инициативу горожан и провели первые работы по определению места его воздвижения. Идея возникла не случайно, говорит бывший директор культурно-благотворительного фонда «Ашана» Дживейра Колосова. В 2013 году в Фейсбуке было очень яркое такое обсуждение по поводу того, что как бы хорошо было бы, чтобы стоял храм, и жители об этом высказывались, что некуда пойти, свечку поставить, в Илор ездим. Как раз это было накануне Пасхи. И я позвонила Беслану Борисовичу и сказала о том, что, наверное, пришло время. И решили, есть обращение, вот я его сегодня взяла с собой, обращение попечительского совета к фонду «Ашана», чтобы фонд «Ашана» организовал площадку для сбора средств. И фондом «Ашана» были открыты во всех отделениях Сбербанка Республики Абхазия отдельные счета. Этому храму суждено стать уникальным памятником, отмечали участники пресс-конференции. Мы знаем, что святой великомученик Евстафий Псильский является признан всей православной церковью. Это первый и единственный на сегодняшний день известный абхазский святой, то есть тот, кто именно являлся этническим абхазом.
Он был рожден при императоре Юстиниане II. Мальчик был назван в честь великомученика Евстафия Плакиды. Это воин, который пострадал при императоре Трояне, что очень символично. Впоследствии сам Евстафий Апсильский принимает тоже мученическую кончину, так же, как и его небесный покровитель. Для жителей Абхазии это, наверное, самое главное, потому что, насколько мы знаем, это единственный святой сегодня, который признан всей Восточной Церковью. Строительство храма – это не только историческое событие всей Абхазии, но и огромный шаг к индустриальному возрождению Ткварчала. А для нас с вами это шанс внести свой вклад в развитие страны, возможность выразить память, благодарность и почтение к погибшим героям. Это вечный подарок нашим потомкам. Этот народный храм – символ единства, братской и христианской любви. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии в разгаре курортного сезона провели в акватории Сухумской бухты рейд по проверке технического состояния и наличия прав на управление маломерными судами. Не все из проверенных судов соответствовали нормам судовождения. Подробности в репортаже, подготовленном пресс-службой спасательного ведомства страны. В разгар курортного сезона сотрудники ГИМС МЧС Абхазии проводят регулярные рейды по проверке технического состояния и наличия прав на управление маломерными судами. На этот раз было проверено 5 судов, 3 из 5 соответствовали нормам судовождения, да и с документацией не было проблем. А вот по 2 остальным возникли вопросы. Проверка показала, что капитан одного из маломерных судов вообще отсутствовал на нем, что противоречит правилам эксплуатации. Сотрудники ГИМС предупредили команду судна и выписали штраф. На другом плавучем средстве у судовладельца отсутствовали права на управление маломерным судном. На сей раз спасатели ограничились предупреждением. При повторном нарушении судовладелец будет привлечен к административной ответственности. Отсутствие спасательных жилетов – давняя проблема, с которой пока, увы, невозможно справиться. Даже если жилеты и есть в наличии, то находящиеся на плавсредстве ни в какую не желают их надевать. Даже детям. Вот и в данном случае спасательные жилеты были надеты только после настойчивых требований спасателей. Внимание сотрудников ГИМС во время рейда привлекло турецкое грузовое судно. Оно не было зарегистрировано в ГИМС, что является нарушением. Согласно последним изменениям в законодательстве, на учет в инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии должны ставиться плавсредства и иностранных государств. К тому же выяснилось, что накануне с данного судна упал в воду и погиб один из членов экипажа. По данному инциденту правоохранительными органами ведется следствие. Что же касается непосредственно самих рейдов, то сотрудники ГИМС продолжают проверять суда по всей территории республики. В ближайшую неделю вместе с коллегами из погрануправления ФСБ России в Абхазии спасатели намерены провести инспекцию в акватории города Гагра. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба возобновил работу после каникул. Августовский репертуар театра открыл спектакль «Пешком» по пьесе польского драматурга Славомира Мрожика в постановке Валерия Кови. В числе зрителей президент Рауль Хаджимба. Необходимо отметить, что этот спектакль уже бывал на абхазской сцене и даже стал победителем международного театрального фестиваля «Южная сцена» в Нальчике. Пьеса «Пешком» Славомира Мрожика описывает польскую историю после Второй мировой войны. По мнению режиссера спектакля Валерия Кови, автор драмы лично испытал военную и послевоенную атмосферу и был противником насилия, всякого рода границ и условностей. Этот спектакль не случайно поставлен на сцене Абхазского театра, ведь военная тема особенно близка и нам. Сама пьеса, она, в общем-то, в жанре абсурда написана. Мы привыкли к тому, что если это абсурд, то это всегда ребус, это всегда что-то непонятное. А у нас совершенно другая задача была. Мы восприняли Мрожика, удивительно, человеческая тема там. Одна, вторая, третья. И удивительно живые герои. Да, есть какие-то и реальные моменты, есть какие-то глубинные анализы бытия, но все это хотелось, насколько это возможно, без вопросительных знаков, открыто, чтобы за завершением той или иной темы раскрывалось бы еще новое любопытство.
Работа над спектаклем длилась несколько месяцев. За это время труппа провела около 35 репетиций. В актерский состав входит более 20 человек. Среди них такие именитые абхазские артисты, как Тимураз Чамагу, Кисо Хагба, Адгур Малия. Отрадно, что в труппе немало и молодых актеров. Основная тема спектакля – война, поле, горизонт и небосклон. В эти обстоятельства Муржик помещает мальчика, старика, философствующего интеллигента, прекрасную даму, бравого поручика, учителя, музыканта, бабу и беременную девушку. Все они встретились случайно, только на одну ночь. Для каждого из них мимолетная встреча, короткая остановка в пути. Здесь нет имен, они просто люди. Пьют, едят, спят. Здесь кровь проливается лишь однажды от случайного бритвенного пореза. Здесь поют и танцуют, потому что уверены, война кончится, и скоро настанет время, когда можно будет купить все, что душе угодно. Когда разрешат футбол, а по выходным можно будет ходить в театр. Война кончится, но что изменится для каждого из них? На этот вопрос ответ у каждого зрителя свой. На самом деле спектакль потрясающий, очень глубокий. Мне кажется, нам таких спектаклей очень не хватает. И я хочу отметить потрясающую игру актеров, особенно молодого Бинара. Я поздравляю режиссера и всю театральную актерскую труппу с этим замечательным успехом. Постановку спектакля «Игру актеров» оценили и гости Абхазии. В числе зрителей российский режиссер. Я второй раз пришел на спектакль. Я был, когда это была сдача или предпоказ. Я могу только повториться. Это очень хороший спектакль, который сделал первоклассный режиссер. Я не знаю, мне это очень близко, потому что это поэтический театр. Театр, который мыслит не словом или не столько словом, сколько метафорой, образом, преувеличением. Первый раз с ухом смотрел спектакль. Сегодня я не стал брать перевод, потому что я по первому разу понял, что если бы я тогда его не взял, то я все равно все понял. И вот это и есть театр, это и есть театральность. Спектакль длился около 2 часов. Зал оценил увиденное по достоинству. Зрители долго рукоплескали актерам стоя. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В рамках 15-го международного шахматного фестиваля «Абхазия Open» сегодня в столице стартовал шахматный турнир «Сухум Open 2018». В нем принимают участие свыше 100 любителей и профессиональных мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и других городов России. Возрастная категория от 5 лет и выше. Турнир будет проходить 9 дней. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель посла России в Абхазии Юрий Ясно-Сокерский, заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия и заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар и президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба. Приветствовал участников турнира президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. Дорогие друзья, сегодня юбилейный 15-й международный шахматный фестиваль принимает эстафету от Ачамчира и Гудауты, город Сухум. 15 лет подряд, в один и тот же день, в одно и то же время мы открываем этот фестиваль. Хочу от вашего имени поблагодарить руководство Республики Абхазия за поддержку нашего фестиваля в течение 15 лет. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.